Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Мировые лидеры поздравили президента Туркменистана с днем рождения. Гурбангулы Бердымухамедов совершил очередную рабочую поездку в город Аркадак. В Туркменистане представили гибридный кроссовер «Воя» и другие новости. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадак, где обсудил важные вопросы развития нового умного города и предстоящие задачи. В ходе визита особое внимание было уделено разработанной концепции развития города Аркадак на 2024-2052 годы, которая определяет задачи развития по всем направлениям и основывается на достижениях современной науки и инновационных технологиях. 22 сентября президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил свой 43-й день рождения. Первым главу государства с праздником поздравил национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов, пожелав успехов в осуществляемых преобразованиях, направленных на процветание и развитие страны. На имя президента Туркменистана также поступили многочисленные поздравления от мировых лидеров. Главу государства поздравил президент России Владимир Путин, президент КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Таджикистан Имомали Рахмон, президент Киргизской республики Садыр Жапаров, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Все они отметили значительный вклад Сердара Бердымухамедова в развитие Туркменистана и пожелали ему дальнейших успехов. Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Президент России сердечно поздравил своего туркменского коллегу с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. В ответ Сердар Бердымухамедов выразил благодарность за поздравления и подчеркнул важность стратегического партнерства с Российской Федерацией. В ходе беседы президент Владимир Путин пригласил президента Туркменистана на предстоящий в октябре в России саммит глав СНГ. 24 сентября в Ашхабаде состоится очередное заседание Халк Маслихаты Туркменистана. В столицу уже прибыли делегаты из всех регионов страны, чтобы решать вопросы государственной важности и способствовать реализации президентских программ, направленных на процветание страны и повышение уровня жизни народа. Делегации из Балканского, Лебабского и Марийского вилаятов прибыли специальными поездами, а делегаты из Дашугузского вилаята специальным авиарейсом. В Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана развернута выставка музейных экспонатов, объединенных темой «Независимость страны. Слава нашей Родины». Выставка приурочена к 33-й годовщине независимости Туркменистана. Цель выставки – показать сплоченность туркменского народа и познакомить посетителей с редкими музейными экспонатами. Среди экспонатов – подарки президенту, которые содержатся в хранилищах музея. Так, практически вся площадка выставки представлена макетами известных зданий Туркменистана. Туркменский авторынок пополнился новым премиальным брендом. В Ашхабаде состоялось торжественное открытие первого автосалона китайского премиум-бренда «Воя» и презентация его флагманского гибридного кроссовера «Воя Фри». Автосалон расположен в Ашхабаде по адресу улица Кулиева, 1/1, автосервисный центр Шанлы-Бедев. Этой осенью жители Земли станут свидетелями необычного астрономического явления. У нашей планеты на короткое время появится второй естественный спутник. Астероид размером с городской автобус будет захвачен гравитационным полем Земли и в течение 2 месяцев будет вращаться вокруг нее. По данным исследования, астероид будет находиться на орбите Земли с 29 сентября по 25 ноября, превратившись в так называемую мини-луну. После этого периода он вернется в пояс астероидов, вращающихся вокруг Солнца. Ученые обнаружили, что ягоды годжи, издавна применяемые в традиционной китайской медицине для повышения устойчивости к холоду, действительно обладают способностью стимулировать теплопродукцию в организме. Согласно исследованию, эти ягоды эффективно помогают организму справляться с холодовым стрессом. Эксперименты на мышах показали, что длительное употребление полисахаридов, содержащихся в ягодах годжи, помогает поддерживать нормальную температуру тела в условиях низких температур. Давуд Назмурадов, представитель Туркменистана, стал бронзовым призером 20-го чемпионата Азии по карате WKF, завершившегося в китайском городе Ханчжоу. Спортсмен добился успеха в дисциплине кумите среди мужчин весовой категории до 75 килограммов, где за награды боролись 19 атлетов. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.